أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حمدا كاملين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Барлык гадәмләрнең Раббысы булган безне үзенең төрле нимәтләре белән нимәтләндерүче Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә хәмд һәм сәнәләр, барча мактауларыбыз, олуглыкларыбыз булса иде. Һәм Аллаһ Тәбарәка ва Тәгаләнең хәбибе һәм хак илчесенә, безнең сөекле пәйгамбәребезгә Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям һәм аның гаиләсенә сәламнарыбыз һәм салаватларыбыз ирешсә иде. Мөхтәрәм кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Һәрбер җан иясе дөньяга үз өлеше белән килә һәм аңа мал-мөлкәтне, саулык, сәламәтлек, матурлык һәм башка нимәтләрне бирүче ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Кайбер кешеләргә шул нимәтләрнең башкаларда булуы ошамый һәм ул аларның яки үзенә күчүен, яки юкка чыгуын тели. Бу нәрсә шәригатьтә көнчелек, хөсетлек дип атала. Көнчелек кешеләргә бәхетсезлек һәм узара дошманлык алып килә. Моңа Иблиснең атабыз Адәмгә һәм Йосыф пәйгамбәребезгә алейһиссалам абыйларының көндәшләрен мисал итеп китерергә була. Хөсетлек кешене иманнан яздыра һәм изге гамәлләрдән мәхрүм итә. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям үзенең хәдисендә әйткән: мусулманның күңелендә иман белән хөсетлек бергә җыелмый дигән. Һәм икенче хәдисендә әйтелгән: хөсетлектән сакланабыз, чөнки ул утынны ашаган кебек изге гамәлләрне ашый дигән. Көнчелеккә сәбәп күңелнең бозык булуы. Әгәр көнче янында фәлән кеше бай, юмарт, абруйлы дип сөйләсәләр, аңа бу турында ишетергә бик авыр була. Әгәр берәүгә кайгы килүен ишетсә, ул аңа шатлана. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйткән: әгәр сезгә берәр яхшылык ирешсә, бу аларны кайгыга сала. Әгәр яманлык килсә, алар шуңа шатлана дигән. Бәндәләргә бирелгән нимәтләрдән көнләшү Аллаһ Тәгалә бүлгән өлешкә риза булмау. Әмма башкалардагы дөньяви яки ахрави
nimetlerinin yokka çıkılan dilemişe, şu nimetlerinin üzerinde de boğulan dileği. O dürüst hem ul kızığı dip atalar. Allah Rabbimiz Kur'an'da aytgan, kızıqçılar cennet nimetlerine kızıqsınlar degan. Hem Peygamberimiz Aleyhisselam aytgan, iki kişiden Allah bir kimnende könleşilmeyi. Allah Teala Kur'an berip, onu günü-tünü okuşu hem Allah Teala mal berip, onu iş ve gündüz Allah Teala'nın yoluna sarf etmişi. Barakallahu lana ve lekum ve lisâiril mu'minîne vel mu'minât vel muslimîne vel muslimât innehu semi'ud du'a. Alhamdulillahi hamdan kamilin ve salatu ve selamu ala seyyidina al-awwalin vel akhirin Muhammed ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Тема пятничной проповеди о таком негативном состоянии души, как зависть. И в исламской терминологии это слово звучит как хасад. И это слово мы можем встретить в Коране, например, в предпоследней суре. Итак, что такое зависть? В основе зависть, хасад – это негативное чувство, вызванное успехом другого человека. Испытывая зависть, человек воспринимает чью-то удачу или успех в любой сфере как досадную несправедливость по отношению к себе. Зависть – это форма тревоги, которая несет в себе разрушительные для личности последствия. Зависть – это некое состояние души, когда человек видит, как другие люди владеют некими благами, в то время как сам человек этим благом не наделен. И во многих своих изречениях пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха, предостерегал нас от того, чтобы мы не проявляли это состояние, то есть зависть. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в таких хадисах, как он говорит, зависть поедает хорошие дела завистника, подобно тому, как огонь сжигает дрова. И в другом своем изречении пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха, говорил: не следует завидовать никому, за исключением тех, кто обладает двумя качествами. Это тому, кому Всевышний Аллах даровал имущество, и кто направил свое имущество на то, чтобы без остатка расходовать ради истины, и тому, кому Всевышний Аллах даровал мудрость, и кто поступает сообразно ей и передает ее другим. И ученый хадисовед, комментируя этот хадис, сказал, что это означает желать себе такого же блага, которым наделен другой человек, но при этом не желать, чтобы тот лишился этого блага.
Из этого хадиса исламские ученые определили, что проявление зависти разделено минимум на два основных вида. Первый вид – это проявление так называемой черной зависти. И оно в исламе именуется как хасад. Это когда завистник не успокаивается до тех пор, пока тот, кому он завидует, не лишится предмета зависти. И это чувство постепенно развивает ненависть к тем людям, кому он завидует. И это очень опасное состояние души. Хасада, зависть, это чувство досады, вызванное благополучием и успехом других людей. И здесь, как правило, зависть подталкивает на подлость, и примеров здесь множество. И это можно встретить на работе среди коллег, и это можно встретить по отношению к имуществу, и также это можно встретить по отношению к благополучию семьи. И второй вид зависти, называемая таким термином, как гибата, обозначающая как белая зависть, или же завидовать, не желая зла. Это такое состояние души, как радость успехом и достижением другого человека, с пожеланием ему всяческих благ и стремление достичь таких же успехов с хорошими пожеланиями. В отличие от черной зависти, при гибате не возникает чувство неприязни к другому человеку из-за его успехов и достижений, а также желание, чтобы он лишился их. При этом, как правило, может возникать стремление достигнуть тех же успехов и достижений. И здесь объект зависти может даже выступать в качестве стимула для достижения таких же результатов, либо еще лучше. И по мнению ученых, богословов, гибда не является запрещенной, а в некоторых случаях может быть даже желательной, особенно в случаях, когда кто-либо достиг высоких результатов в богоугодных делах, например, расходуя свое имущество и жертвуя им во благо других, создавая и развивая полезные социальные проекты. И как же влияет зависть на нашу жизнь? Завидуя, человек испытывает чувство неполноценности, которое может приводить к депрессии, которая сопровождается пассивной агрессией и гневом в адрес человека более удачливого, успешного. Завистник испытывает спектр различных отрицательных эмоций: раздражение, гнев, злость, обиду, неуверенность, а также чувство покинутости и безысходности. Зависть – это разрушительное чувство. Оно может приводить к различным нарушениям физического, психического здоровья, а также может стать причиной для развития различных психосоматических заболеваний. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в своих изречениях говорил: зависть поедает хорошие дела завистника, подобно тому, как огонь сжигает дрова. И в другом хадисе он говорил: зависть отрицательно влияет на веру, на иман, подобно тому, как алоэ портит вкус меда. Завидуя другим,
Человек тратит огромное количество психической энергии, которую можно было бы направить в мирное русло. И в Священном Коране приводится поучительная история о совершенных грехах на почве зависти. Здесь мы можем вспомнить историю о том, как Иблис отказался выполнить приказ Всевышнего Аллаха Тааля сделать землепоклон первому человеку Адаму Великому. И также история о том, что один из сыновей Адама на почве зависти погубил своего родного брата. И также история о том, как пророк Юсуф на почве зависти его родные братья решили навсегда избавиться от него. И нужно добавить, что некоторые мусульманские ученые дали более глубокое определение зависти. И говорится, что зависть в действительности один из видов враждебного отношения к своему Господу. Ведь завистнику не нравится то, что Аллах даровал кому-то какое-то благо, а Аллах желал даровать ему это, и завистник желает, чтобы данный человек лишился этого блага. Но Всевышний Аллах не желает этого. Таким образом, завистник выступает против предопределения Всевышнего Аллаха, его предустановления и его воли. И также говорится, что зависть – это неприязнь к тому, что Всевышний Аллах оказал свою милость другому человеку, даже если он этим и не желает лишения этого человека милости Аллаха. Известно, что сама неприязнь уже требует желания лишения другого милости. Твоя неприязнь к тому, что Всевышний Аллах оказал свою милость другому человеку, уже становится причиной того, что ты считаешься завистником. Пусть Аллах Тааля защитит каждого из нас от того, чтобы не проявлять такое пагубное состояние души, как зависть. Пусть Аллах нас защитит от этого. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيم الصلاة